Айдарбек Асмалевич, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Не имеется. Имеете, уважаемый судья. У вас есть, да. Скажите, пожалуйста, вы же помните, что писали в кассационной жалобе своей? Да, Да, все свои доводы помните, да? помню. Да. Сколько доводов было? Конкретно помните свои? На какие вопросы должна была ответить кассационная инстанция? Ну, во-первых, речь шла, например, о применении сроков исковой давности, Так. который в суде первой инстанции. Дело в том, что суд первой инстанции вынес решение в мою пользу. Он применил сроки исковой давности, сославшись на нормы законодательства, как и следует. То есть полностью законно обоснованное решение было. Впоследствии апелляционная инстанция отменила это решение, никак не обосновала. Дело в том, что не было подано ходатайство, мною было подано ходатайство о применении сроков исковой давности, а со стороны ответчика, со стороны истца не было подано ходатайство о признании уважительными, о восстановлении сроков исковой давности, признании уважительными причин. То есть при отсутствии такого ходатайства суд вынес решение применить сроки исковой давности. Но в суде апелляционной инстанции посчитали возможным отменить это решение по срокам исковой давности. И каким-то образом суд кассационной инстанции да, но по согласился. срокам исковой давности вы сами такие требования ставили, да? Апелляционная инстанция. Если та сторона не ставит, вы же ставили срок исковой давности. Насколько правильно был применен срок исковой давности? Апелляционная инстанция? Ну, вы же подавали, когда во вторую инстанцию. Я в первую инстанцию. В первую инстанцию. То есть второй обжаловал Второй обжаловал истец. Да, дальше. Он согласился, что неполное там, ну, в общем, неполное это самое рассмотрение дела было неполным и так далее. Поняла. Ага, дальше. А срок исковой давности, там толком ничего, они уже в принципе не вправе были рассматривать, поскольку отсутствовало ходатайство. Они могут основывать свои рассмотрения дела только на том, что было рассмотрено в суде первой инстанции. Но они там посчитали возможным, что поступали оплата, посчитали, что от меня поступало. На самом деле поступали жилищные субсидии. Все понятно. Так, еще следующее требование. Вот по срокам давности, потом по отсутствию договора на техническое обслуживание, заключенного мной, Бишкекводоканал заключает индивидуально с каждым владельцем квартиры этот договор. Все понятно. И третье, да, у вас вот я смотрю постановление Верховного суда, у вас в основном 3 позиции, 3 довода, которые необходимо было ответить Верховному суду. Правильно? Третье, я сейчас не помню, надо посмотреть. Правильность расчетов. Суд нарушил правильность процессуальные расчетов. нормы и не учел важные обстоятельства, какие как... Дело в том, что в качестве расчета они провели совершенно ненадлежащий вид. Они оборотную ведомость туда, по которой вообще невозможно определить, что, когда там начислено. Вот. А я рассчитал на основе квитанции, расчеты привел, там совсем другие цифры получаются. Я их привел, и квитанции эти рассчитаны. Хорошо. Ну вот вы же знаете, что апелляционная инстанция рассматривает по тем же правилам, как и первая инстанция, да? Ну да. Да. Вот. И, в общем-то, с выводами апелляционной инстанции вы не согласились, и по те же три довода, которые были, вы указали в своей кассационной жалобе. И вы считаете, что постановлением Верховного суда вот эти по 3 вашим доводам кассационная инстанция не дала ответа. Согласны? Ну да. Там было еще одно обстоятельство, я не знаю, уместно ли его упоминать. Дело в том, что произошла фальсификация протокола судебного заседания в апелляционной инстанции. Вот эту фальсификацию вы указывали в кассационной жалобе? Нет, она же там
надо указывать замечания. Во-первых, там целая история получилась. Мне выдали протокол, я смог получить только через 2 недели после заседания. Уже Кассационной инстанции. После получили? Нет, не в кассационной, в апелляционной инстанции. Через 12 дней сослались на то, что помощник судьи болеет, у нее ребенок, она на больничном. Я спросил, а при чем тут помощник судьи? То есть вот эту вот процессуальную часть вот по вопросу протокола вы в кассационной жалобе не ставили же? Я не ставил. Дело в том, что это квалифицируется как служебный подлог по уголовной статье, а в гражданском судопроизводстве не будут рассматривать. И как замечание к протоколу невозможно ее дать. А так у меня была аудиозапись заседания, я вел, и распечатка аудиозаписи. В общем, все доказательства фальсификации. Конечно. Понятно, спасибо. Есть еще вопросы? Присаживайтесь.